Особенно, конечно, потрясающе это взлет. Вот когда командир дает взлетный режим, турбины ревут, самолет дрожит, разбегается. Быстрее бежать, бежать, бежать! Скорость отрыва где-то 270-280 километров. И вот на такой скорости несешься вот где-то там 1,5 метра от бетона. Это ощущение потрясающее. Потом бах, самолет взлетает, и земля вниз уходит. Красивый и суровый голос Алтая. В нем есть и переливы горных рек, и шум камнепада, и песня алтайского сказителя, взлетающая к заснеженным вершинам, и эхом опускающаяся в долины. Когда все вокруг наполнено красотой и устремлено ввысь, у человека возникает непреодолимое желание взлететь. Оно сильнее страха и не подвластно рассудку. Переубеждать бесполезно, ведь на вопрос о смерти будет вполне логичный ответ – на равнине погибают не реже. Легендарный алтайский парапланерист Игорь Левкин погиб именно на равнине. Человек, который не раз рискуя жизнью поднимался на максимальную высоту. Человек, который впервые в мире спустился на параплане с величайшей вершины Сибири. Его последнее падение произошло без взлета, во время автокатастрофы на трассе Барнаул-Бийск. С 5 лет у меня была одна единственная мечта – стать летчиком. И в школе поступил в аэроклуб, закончил, но там летать не получилось. В армию попал. После армии, сразу, естественно, женился. Уже работал где-то каким-то электриком. Леонид Калошин, бывший летчик, основатель и директор Народной библиотеки, село Усть-Кокса. И как-то я возвращаюсь с работы домой, и прямо, как мистика, фантастика, как сказка. К ногам моим ветром подносит обрывок газеты. Я, конечно, бы не наклонился, не поднял, если бы не увидел значок Аэрофлота. И я поднимаю, читаю. Продолжается прием в училище гражданской авиации, тра-та-та, до 21 года. А мне уже вот через несколько месяцев, в августе, 23 должно было стукнуть. Это где-то в мае. И маленькими буквочками приписочка. Те, кто после армии, значит, до 23 лет. Вот я поступил в Штурманское. Мы летали по всем этим сибирским местам. 20 лет пролетал. В 90-м году я сюда приехал туристом, в горы сходил в одиночку. Настолько все гармонично и легко получилось. Зная, что мне хочется переехать на Алтай, пошел узнавать насчет работы. Можно ли где-то там в каком-нибудь аэропорту, в горах, там сторожем или кем-нибудь. А мне предложили авиадиспетчером в Усть-Коксу. Дело в том, что у меня там еще и с семьей получился, там, как у Афанасия Никитина, от всех бед в Индию, а я от всех бед на Алтай. 3 года я работал здесь авиадиспетчером. Потом поле закрыли, и я занялся библиотекой. И я почувствовал, что вот этот процесс, он интересный и мне, и людям полезный. Я, когда летал, покупал хорошие книги, которые мне нравились. 1003 книг всего было, я привез все их сюда. И мои новые друзья, знакомые стали приходить, брать. Я картотеку завел даже. И дошло количество читателей до 40. Тогда пришла мысль как-то сделать библиотеку, зарегистрировать как общественную организацию, чтобы был штамп, печать, чтобы приходить просить книги не просто так, как дядя Леня, а народная библиотека. На Алтае все начинается с песни. Возможно, с песни о том, как в одной долине поселился трудолюбивый и мирный народ и жил счастливо, пока не началось наступление большого ледника, а вместе с ним похолодание и голод.
И жителям пришлось бы покинуть долину, если бы не было той ночи, когда все загрохотало и затряслось, когда люди дрожали от страха, забившись в своих аилах, а утром, выйдя из них, были поражены. На пути ледника появились горы. Самая высокая из них была трехглавой. Ее нарекли Уч-Сумер, позднее переименовали Люмху. Сказитель, у него все мысли там с героем, где он на охоту уехал или куда-то воевать уехал. Там тайга, горы, река огромные, озера. Если зашумят, он сразу перестает. Думает, что же случилось. Поэтому, когда сказитель исполняет эпос, и молодые люди, и, допустим, я мальчик, все равно одну правильно сидеть, слушать. Таныспай Шинжин, народный сказитель, исследователь алтайского фольклора, город Горно-Алтайск. Отца не помню. Мне кажется, отца голос чуть-чуть слышно, но его я не вижу. Вижу, огонь горит. А я вроде у него на коленях сижу. Он сам был первым колхозником. Летний период работали мужики. Его попросили исполнять сказания. Всю ночь слушают, естественно. И на третий день один из них, проспал немножко. Трое пошли работать, один проспал, до 10 часов примерно. А ты почему так долго не проснулся, мол? А вот Похсур исполнял сказания, мы слушали его 3 дня. Я на третий день немножко уснул. Но за это его обвинили враг колхоза. И в 1937 году в октябре его взяли. Ну, 50-е, Горно-Алтайска мало был город, сам по себе маленький. На Горно-Алтайске я жил, все время искал отца, где, может, он жил. Вот идет человек, незнакомый мужчина, я остановлюсь и спрашиваю, как вас зовут? Он скажет так, не мой отец. А потом, а раньше как у вас? Думаю, может, он изменил. Вот такой. Вот в этот момент я узнал, вот враг народа. А отец, оказывается, в Магадане умер на 50-м году жизни своей, в 42-м году. Какой бы трудности не было, все равно дети-сироты растут, дорогу в жизнь находят. Вот младший брат был, тоже сказитель. Я любил слушать в детстве. Топшура нету музыкально-алтайского. Он берет русскую балалайку, отпустит одну струну и настраивает, и исполняет эпос. Кроме того, вот сказителя слушаешь, поешь голосом, картаном. Сначала он не идет как-то туго, вот здесь внутри как-то не так выходит. Брат старший говорит, Педес, ты почему танцпай пищишь? Я старался голос свой вырабатывать. Вот поднимешься в горы, там какие-то скалы будут, звук хорошо передается. Если ты «о» сказал, голос туда передается, а обратно слышно. И хорошо, даже в измененном виде. И ты это повторяешь. Или там поешь песни, особенно слова из сказаний. Ақталайдың яқасында, ақталайдың яқасында, биік туының етегінде, биік туының етегінде, Алтай Бучай бақтыр ұстап кет. Алтай Бучай бақтыр ұстап кет. Слышно? Может, мой дух там от меня ушел куда-то, и он заблудился, ищет меня. А я должен откликнуть. Раньше, где не было дорог, почту развозили на вертолете. Отец у меня был вертолетчик.
И отец меня постоянно брал с собой в полеты. С того времени я просто влюбился в горы. Тем более у пилота была свобода выбора. Мы могли подлететь к той или иной горе совершенно свободно. Потом я увлекся альпинизмом, потому что горы настолько красивые, сверкают, блестят, и в них есть какая-то загадка. Ну и потом это все связано с неким риском. Не сам риск привлекает, а если погода полный крандец, то тогда там борьба за выживание. Никакой романтики. Скорее спуститься, как бы выжить. Лет 6 назад на вершине Западная Белуха попали в грозу. Где-то рядом сверкали молнии, воздух был наэлектролизован, но мы, скорее всего, не рядом находились с эпицентром, потому что он наверняка бы нас убило. И вот этот электрический ток, он чувствовался во всем теле. Было очень жутко и неприятно, потому что находишься как в подводной лодке, с которой никуда не денешься и не убежишь. Волосы вставали дыбом и прилипали к капюшону. Ну, выжили, потом гроза ушла, сказали Богу спасибо. Потому что, когда попадаешь в такие ситуации, начинаешь верить в Бога. Потом, когда ситуации проходят, про Бога забываешь. Вершины нельзя покорить. Это, в общем-то, даже смешно, покорить гору. Что значит покорить? Ну, там, допустим, покорить женщину, покорить народ, да, прийти там, завоевать. А вершина, она как стояла, так и стоит. Люди идут в горы, чтобы покорять самих себя. Иван Усанов, альпинист, парапланерист, автор документального кино «Город Горно-Алтайск». И вот это АИЛ. Почти в каждом селении они стоят. Раньше их не было. Их просто ликвидировали. Были случаи. Не строй так, а сделай как сарай. Это нечто семейного храма. Земля-мать, по нашим понятиям, выделяет 4 вида духа. И они двигаются вверх обязательно пирамидальной формы. Они сходятся. Поэтому АИЛ по их форме, пирамидальной форме. Пол не делаем. Дымоход открыт, не закрываем. Потому что небо Отец. С неба Отца поступают те же самые духи. Духи добра, отцовские. И внутри материнское начало с отрицательным зарядом, отцовское начало и энергия положительным зарядом. Вот происходит, перемешивается, скрешивается, синхронизируется, назовите как хотите. Образуется тот, кого мы называем Алтай-Худай, Бог Алтай. А если мысленно вы представьте над всем горным Алтаем такую пирамиду, вершиной будет гора Белуха. Это первая пирамида. Николай Шадоев, хранитель музея традиционной культуры Алтая, село Миндюр-Сакон. Пятеро братьев воевали. Вернулся только один, дядя. Он прошел войну с самых первых до самых последних дней. Он говорил, такой случай был. На Курской дуге, в таком азарте боя, говорит, когда у тебя пуля пройдет мякоть, ты, говоришь, не чувствуешь, что ты раненый. А после боя те, кто живыми оставались, те друг друга рассматривали, в каком состоянии. Так у него товарищи в шинели сосчитали 18 дыр. То есть 9 пуль вошли в шинель, вышли, а тело не задели. Как это так? Бывает такое? Бывает. Ну, он говорит, перед началом боя, говорит, я обязательно поворачивался к восходу солнца и произносил в душе, говорил, Алтай-Худай, помоги мне остаться живым. Алтайский эпос очень древний. Я считаю, что сказание, сородыши у него находится в среде охотников. Потому что до сих пор охотники некоторые в лес пойдут, позвали, ну как, вот допустим,
сделать. А это рычание на медведя походит. Медведь думает, рядом со мной медведь. Он зашевелится, может, на ногу встанет на обоих всадников. И охотник видит и стреляет. Я охотился мало. Вот косуля, он маленький, и ребенка не видать. А где-то пищало рядом, значит, и ребенок есть. Охота вообще убить. А когда вспомнил я свое детство, ну, без матери сейчас что будет с этой косулькой маленькой? Вот не стал я выстрелил, но мимо, специально. Мать заболела и умерла. Мне, наверное, 3 года уже, 4. Мне захотелось пить. Кричу: мама, Эне. Она лежит, я раньше не видел, мужской половины. Лежит вдоль очага. Подошел уже к груди, я: мама, хочу пить. Она молчит. А потом старший брат мне говорит: Танспай, пойдем туда, кошар, где вот скот стоит. Что-то мне не то. Оказывается, в это время 5 человек мою маму вот так на руках несут куда-то в сторону. Вот это помню. Родные братья тоже относились хорошо. Все равно чувствовалось, что мамы нет, папы нет, ласки нет. Недостатки пищи есть, естественно. Я даже болел от этого, чуть не умирал. Брат сказал: Танспай, если тебе плохо, ты это постель бери свою, там шкура кабарга, вот, положи вон туда, и там лежи там. То есть это что? Юшке не умирай, то есть мне не говорят о смерти. Вон туда. Хорошо, что я вышел. В течение 3 дней я выдержал. Или смерть, или жизнь. Когда человек поднимается в горы, он, соответственно, организм акклиматизируется и начинает выдавать эритроциты. И когда человек спускается с гор вниз, он буквально летает на крыльях. То есть у него появляется огромное количество энергии лишней. А потом все это проходит. Снова акклиматизируется под обыденную обстановку, и все встает на свои места. А организм запоминает вот этот кайф. И потом тело само хочет опять этих ощущений. А мозг начинает вспоминать, как и почему эти ощущения, откуда они взялись. И человека начинает тянуть в горы снова и снова. То есть он идет, возможно, может, даже не сами горы тянут, а тянут вот эти ощущения. Тело идет, как за наркотиком. Риск – это определенный стимул к развитию личности. Риск – это мотивация к тому, чтобы учиться, как из этих экстремальных ситуаций выходить. Со своими слабостями, с какими-то справляешься, что нужно где-то себя пересиливать, где-то нужно оставаться спокойным. В чем же смысл жизни? Многие этим вопросом задаются. А смысл жизни в совершенствовании, в улучшении самого себя. И если есть возможность помочь еще кому-то стать лучше. Мой друг, я у него часто бывал, прихожу, а у него сын на такой дощечке небольшой нарисовал клавиши, как на пианино, и что-то там пытается на этой дощечке изобразить, нарисованной. Вот. Мне это так заинтересовало, и я потом спросил у одной местной учительницы музыки,
как тут в Иманской долине с инструментами. Она говорит, вообще никак, инструментов не хватает, катастрофически. И вот в очередную мою поездку в Москву я посмотрел там объявление, позвонил, и товарищ говорит, да, у меня в гараже стоит 4 пианино. То есть сразу такой большой улов. Всего мы привезли 30 пианино. Я поехал в Москву за книгами. Самое тяжелое была первая моя поездка. Я тогда еще не знал, как лучше, то ли багажное отделение сдавать, то ли в вагоне. Как раз мне тогда только библиотека Ленина. Очень много дали, и практически бери сколько унесешь. 20 минут до отправления. Жуткий стресс, жуткий цейтнот, ничего не успеваем. Бегом в зоопарке, в такой вагон прицепной последний. Проводницы не пускают. Такое количество книг. Ну, я говорю, ну, это же камера хранения как-то. Она говорит, а где, что? Я говорю, ну, поедем, все разберемся. Ну, ладно, говорит, давай грузи. А осталось уже буквально вот где-то минут 5 до отправления. И, короче, вот последние пачки, кое-что удалось внутрь вагона занести, а потом вижу, внутрь уже не успеваю. Мы в этот тамбур, забили этот тамбур до потолка, и последняя пачка уже мне вот туда, вот, уже положить ее некуда. В общем, каким-то чудом все это погрузили. Поехали, немножко отдышались. Она говорит, давай, вот, значит, рассчитываться. И, в общем, как мне назвала эту сумму, сколько я должен заплатить, у меня вообще таких денег с собой не было. Она говорит, все, вот следующая станция Вековка, мы тебя в Вековке выгрузим. И вот я пошел в первые 2 вагона поговорить с проводниками. Договорился я с ними вот за те деньги, которые у меня были. Они согласились вот эти пачки там где-то разместить, растолкать по 2 вагонам. То есть и на 3-й полки, и куда-то там в подвал, и к ним туда, вот в проводниковое это место. И вот я начал носить. 21 вагон. Вагон 4 двери, 80 дверей. Обе руки заняты. И вот возле каждой двери надо остановиться, открыть эту ручку, зайти, пройти 2 метра, вторую ручку. До 12 часов все это удалось перенести. Я пошел в свое купе, хотел раздеться, и вот пальцы настолько у меня затекли, я огрубели, что я не мог пуговицу расстегнуть, и настолько это тяжело это все было перенести. Года 3 назад звонит женщина одна молодая из Горно-Алтайска, бывшая моя читательница. Вот она тут ходила еще, там, начиная с 5 класса. И она говорит, дядя Леня, большое вам спасибо, вы изменили мою судьбу. Теперь вот я окончил институт, у меня тут в Горно-Алтайске, я тут и замуж вышла, тут у меня теперь и квартира, и дети, и все. Она говорит, посчитала, что это благодаря вот этой библиотеке. Всему свое время, и уже другая жизнь пошла, но летать охота. Даже вот без зарплаты, без ничего, просто вот еще раз зайти в самолет, сесть на свое место. Вот 20 лет пролетал и не налетался. На параплане я стал летать в 90-е годы. И вот мы начинали вот как раз вот в этих холмах недалеко отсюда. Парапланеризм – это опасный спорт. На самом деле автомобильная техника, она не менее опасна. Куда бы мы ни поехали, у нас все время огромные объекты несутся нам навстречу, совершенно рядом. Я думаю, что... И мне кажется, что это еще опаснее, чем летать на параплане. На параплане, во всяком случае, вот здесь какая-то свобода выбора есть. Автокатастрофа, в которой погиб легендарный алтайский парапланерист, произошла через 7 лет после этих кадров. Вершина Восточной Белухи, 4500 метров, Игорь Левкин и Иван Усанов. В 2000 году им наконец-то повезло с погодой. Экстремалы не только совершили полет, но и засняли его на видеокамеру. Возможно, вскоре у них появятся последователи, те, которые уверены в том, что имеют право на взлет.